того, чтобы сохранить тепло, помимо реанимационного стола, определенного количества теплых пеленок стерильных, да, набора, который должен быть под рукой, вам потребуется для ребенка вот такого, вот такая пленочка. Долгожданный крик новорожденных врачи слышат не всегда. Выясняется, что малыши не могут самостоятельно дышать, а позже встать на ноги. Именно нюансы в оказании помощи в самом начале пути ребенка играют важную роль для последующего развития. Как оказать быструю реанимационную помощь в родильном зале, когда каждая минута на счету. Лекции для врачей-неонатологов и реаниматологов Республиканского перинатального центра проводят лучшие специалисты этой области, которые приехали из Калужского перинатального центра. В их числе Анна Карпова, главный неонатолог Министерства здравоохранения Калужской области. Такому ребенку нужны особые условия по обеспечению дыхания, потому что не всегда его усилий хватает для того, чтобы вдохнуть качественно. И нам нужно оборудование, которое будет обеспечивать правильное проведение воздуха в легкие. Не только оборудование, но и грамотное проведение этих мероприятий дыхательных. Такого ребенка может очень плохо биться сердце. И тогда мы должны обеспечить максимально то, чтобы сердце билось нормально. Мастер-классы вместе с Анной Львовной проводит заведующий реанимацией новорожденных Калужского перинатального центра и главный неонатолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по СКФО Алексей Мостовой. Высококвалифицированные специалисты курируют здравоохранение перинатальных центров по всему Северокавказскому федеральному округу. Это уже 4-й визит специалистов в нашу республику. Мы сейчас лишний раз проговариваем, какие изменения на сегодняшний день претерпели современные нормативные акты по выхаживанию новорожденных детей, в особенности детей с экстремально низкой массой тела. И вот глядя на реанимацию, глядя на те изменения, которые случились вот даже с прошлого года здесь, в перинатальном центре, создается такое впечатление, что очень большие перспективы, и здесь доктора действительно очень любят свое дело. Врачи приехали по приглашению регионального Минздрава и руководства центра. Для ингушских медиков такие лекции не только возможность закрепить знания, а узнать что-то новое. Мы разбираем клинические ситуации, мы можем задать вопросы по поводу тех деток, которые лежат у нас в отделении. То есть, если у нас есть какие-то тяжелые случаи, мы обращаемся к ним, и они тут же консультируют и реанимацию, и нас, если нам требуется, и по поводу анализов, и по диагнозам детей. То есть мы можем задать им любой вопрос касательно тех тем, которые мы обсуждаем на мастер-классе, и других тем тоже. Опыт проведения вот таких вот обучающих курсов на рабочем месте, приглашая специалистов к нам, это колоссальное имеет значение в развитии, в повторении теоретического курса, в освежении практических навыков наших врачей на рабочем месте, на том оборудовании, на котором они работают ежедневно. То есть специалисты уезжают, которые приехали с обучением, наши врачи остаются на месте, и у них уже освеженные и навыки, и освежены и теоретические знания работы именно на том оборудовании, на котором они сегодня выхаживают детишек новорожденных. Узнав о приезде в регион медиков из Калужской области, пройти курс обучения решили не только ингушские врачи. Сюда съехались и специалисты-неонатологи и реаниматологи из медицинских центров близлежащих республик. К примеру, Эльдар Шаихов, заведующий отделением реанимации Махачкалинского перинатального центра. Кроме мастер-классов, еще успел оценить реанимацию республиканского центра. Самое очень мне реанимация понравилась. Понравилось отношение медсестер, врачей, вот старшая медсестра молодец, вот прям строго обработку рук, там одеть халаты и так далее. Но молодцы, организована работа вот на высшем уровне. Что-то где-то я подсказал, что-то от ваших перинатальных докторов перинатального центра узнал. Ну, обмен опытом, для этого и обмен, чтобы мы ездили друг другу, помогали, подсказывали. Кроме лекционного курса, слушатели проходят обучение на рабочих местах с проведением консилиумов и обхода всех маленьких пациентов центра. Таким образом, они применяют полученные знания тут же на практике. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.